На особо опасном участке федеральной трассы «Кавказ» через каждые 5 километров дежурят наряды полиции. Рейды по нарушителям скоростного режима проводят еженедельно. На участке дороги вблизи селения Сурхахи по статистике происходит больше всего ДТП. Разрешенная скорость 90 километров. Однако лихачам этого кажется мало. Нарушители останавливают буквально каждые несколько минут. К примеру, водитель этого авто ехал свыше 120 км в час, что является грубым нарушением. Повышение скорости я свыше 110 км/ч в данном участке дороги. Да, до того потую машину. На замечания сотрудников каждый реагирует по-разному. Большинство вину не признают и доказывают, что двигался в рамках разрешенной скорости. Других же подводят автомобильные спидометры, которые в старых авто могут определять скорость недостаточно точно. Руслан, на данном участке дороги разрешенная максимальная скорость 90 км/ч. Вы едете с явным превышением скорости. 99, 100 не Посмотрим. Вы мне стрелка показываете? Значит, неправильно показывает. Статистика ДТП в нашем регионе повышается с каждым годом. Самые частые причины аварий – превышение скоростного режима, выезд на встречку. Ездить в рамках разрешенной скорости не случайно придуманное правило, а мера, которая сохранит кому-то жизнь и здоровье. Машина, что, особенно, скорость повышать, режимные скорости соблюдать. Я массаж делаем, да, сахигишна, делать шарги. Машины всех целаларии, правил дорожного движения соблюдать ряды. Разумные скорости соблюдать ряды. В сутки отдельным батальоном фиксируется около 30 нарушений. Все в электронном виде, а санкции, применяемые к нарушителям, зависят от степени и периодичности нарушений. В соответствии с Кодексом административного правонарушения со статьей 12.9 по пункту расписано, какие превышения чему грозят и что может водитель лишиться. Либо же финансовой стороны, либо же лишением права управления. Конечно же, на сегодняшний день соизмерять размер штрафа и те потери, которые приносят они окружающим, себе и близким, и лицам, которые не причастны к какому нарушению, нельзя соизмерять в денежном эквиваленте. Поэтому нужно понимать, что скорость, она все-таки зависит от того, насколько вы будете себя правильно вести в процессе. Сотрудники госавтоинспекции надеются такими мероприятиями хотя бы на секунду заставить задуматься водителей. Даже маленькая оплошность на дороге может стать причиной неотвратимых последствий. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.